Глава Башкортостана Ради Хабиров в очередной рабочей поездке по региону, на этот раз в Сибае. В 2021 году этому горнянскому городу 66 лет. Уже третий год Сибай становится центром притяжения деловой активности. Здесь проходит Всероссийский инвестиционный Сабантуй. Среди его участников – представители государственной власти, бизнес-сообществ и культуры, иностранные спикеры. Третий инвест-сабантуй в Сибае совпал с празднованием Дня города, и тогда же состоялось долгожданное событие – закладка капсулы в честь начала реконструкции бизнес-центра Зауралья «Фабрика будущего». Его создадут на базе бывшей гостиницы «Сибай», она долгие годы пустовала. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Ну, вот этот сквер Аманат, вот эти мафы, вот эти вещи, вот это все освещение, это все в Сибае. Наши предприятия делают. Ну, красиво получилось. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы вместе с предпринимателями города Сибай закладываем капсулу с посланием в честь реконструкции бизнес-центра Зауралья и дома инновационного предпринимательства «Фабрика будущего». Я индивидуальный предприниматель Аслабаев Ахад Ахметович. Предпринимательский стаж более 28 лет. Я работаю в городе Сибае и в районе Башкирского Зауралья. В последние годы очень много внимания выделяется предпринимательству. До пандемии помощь государства неоценима для предпринимательства. Данный центр «Фабрика будущего» станет многофункциональным общественным пространством для нас, для предпринимательства. Ахмеров Анвар, предприниматель с 20-летним стажем, руководитель ООО «Левша», и также являюсь председателем Союза предпринимателей Зауралья. Данный бизнес-центр станет большим толчком для развития малого предпринимательства всего Сибая и Зауралья. Мин яшь Шквар, Азатова Гүлназ буламын. Заман талаптарына ярашлы был үзек, яңа эшләрмен, проекттармен биздә куандырыр дип ышанабыз. Роман Зайдулин, директор группы компаний «Корпорация». Работа в комфортных условиях позволит нам реализовать самые перспективные и инновационные идеи по развитию экономики в новом формате. Гизатуллин Дамир, руководитель автосервиса центра на Пионерской. Уважаемые гости, строительство этого бизнес-центра будет основополагающим для нашего региона, для города Сибая и для всего бизнеса Зауралья. Вот таким выглядит наш будущий бизнес-центр. Посмотрим. Значит, история Посмотрите, как он красив. что его делить по направлениям, то есть Какой прекрасный вариант, да? проект. То есть, допустим, Госкомитет, предпринимательство заходит сюда. Сектор сектор информирования, сектор пространства коллектива. Это коворкинг какой-то типа, да? Да, коворки, это то видение, как А тут не будет типа МФЦ, налоговиков, там здесь этого не мой будет. бизнес здесь планировался бы. Хорошо. Что делаем? Здравствуйте. Это куда сделать? Капсулу. А, вот она. Вот сюда вставляем. Вот так вставляю, Да? или так? Нет, так. Все. А? Рафаэль, ну, есть предложение нам деревья посадить. Давайте. Рафич, получается, теперь «Фабрика будущего» будет? Ну, я же в прошлом году проезжал, мы здесь были, я дал поручение. За это время мы не стояли на месте, мы сделали проект, мы сделали проектную документацию, мы прошли экспертизу. На следующий год вот сейчас выделим деньги. Я боюсь, что мы не сможем за один год его отремонтировать. Сумма там большая, нужна почти 190 миллионов. Но на 2 года растянем и
будет. Спасибо. Это нужно. Рафич, какая красотулька! Она нам Очень просто сложно далась, да? Да. Но мы сейчас на финише. Официально откроем в октябре. 11 октября, в День Республики. Да. Сегодня мы просто здесь работаем, а так 11 октября, День Республики, официальное открытие. Вот. Ну, это... Очень нужно, очень нужно. Спасибо. С приветственным словом к участникам Всероссийского инвестиционного сабантуя на сцену приглашается глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад вас здесь приветствовать уже в третий раз. Мы проводим в третий раз наш инвестиционный сабантуй в Заурале. И для нас, на самом деле, это очень ответственная и очень важная миссия. Потому что мы исходили из того, когда принимали решение о проведении такого достаточно серьезного форума, мы исходили из того, что этот форум будет способствовать тому, чтобы наша любимая территория, которую мы называем Зауралье в простонародье, она развивалась. И я сегодня хочу прежде всего поблагодарить наших гостей, которые приехали к нам сегодня на форум и с нами вместе работают. Давайте наших всех гостей поприветствуем. Мы фиксируем довольно динамичное привлечение инвестиций в нашу республику. Почему это происходит? Главный инструментарий привлечения инвестиций – это доверие. Вот мне кажется, нам удалось нашей республиканской большой управленческой команде создать такие условия, чтобы инвесторы нам доверяли. Вот есть доверие, придут инвесторы. Нет доверия, инвесторы к нам не придут. Поэтому я всех благодарю, наших инвесторов, наш управленческий аппарат, всех жителей Сибая, управленческий аппарат Сибая. И приступаем к работе. Спасибо. Радий Фаритович, скажите, пожалуйста, какое значение проведение вот такого рода мероприятий имеет для малых территорий? Ведь нужно иметь большую смелость для того, чтобы провести мероприятие всероссийского уровня на территории, которая инфраструктурно, может быть, не всегда готова к таким вот интересным событиям. Подобный форум – это все-таки опять способ заявить о том, что есть эта территория, что на этой территории есть такие условия, которые могут быть интересны инвесторам. Третье – люди идут на это, приезжают. У нас, по-моему, в прошлом году была большая делегация из Турции. Значит, каждый форум у нас заканчивается заключением довольно большого количества инвестиционных соглашений разного этапа. То есть о намерениях, а где-то уже серьезные соглашения. Поэтому, вот, насколько знаю, даже вот здесь находясь, уже довольно большая сумма денег предполагается инвестирование на территории Зауралья. Это и иностранные инвестиции по линии, значит, компании Лассесберга, ну и, соответственно, инвестиции и федеральные, и, соответственно, наших инвесторов из Республики Башкортостан. Андрей Геннадьевич, у меня к вам немножко неожиданный вопрос. Мы сейчас находимся в Сибае, я знаю, что это ваша малая родина, вы здесь выросли, получили базовое образование, обзавелись семьей. И, как мне кажется, будучи государственным деятелем, руководителем, принимая управленческие решения, если они касаются в том числе и вот родного края, они, скорее всего, проходят через сердце. Права я или нет? Ну, вы знаете, через сердце все проходит, наверное, ну, любое решение. Но... А потом через бюджет. Да. Ну, вернее, через бюджет, тогда через сердце. Вот. Поэтому с этой точки зрения хотел бы сказать, что да, сердце, оно есть, и через него проходят многие процессы.
в том числе и развитие территории в целом республики, в частности, родной территории. Но все-таки важнее, наверное, иметь холодную голову для принятия решений. Ну, я соглашусь с вами, вот все ваши вопросы, они в той или иной мере между строк говорят о том, что как вы решились на такую авантюру, да, проводить всероссийское мероприятие в Сибае. Да? Я понимаю, о чем вы, естественно. Я вам могу сказать, что все, кто приезжает на раскачанные территории, переоцененные, они стоят в конец очереди. Ну, например, в Москву вы приехали, вот, я в свое время приехал. Кто нас ждет? Мы встаем в конце очереди, да, и ждем, пока до нас дойдет очередь. А когда ты приезжаешь на территорию, которая недооцененная, а Зауралье точно недооцененная территория, в которой еще не то, что нет очереди, можно просто вот спокойно выбирать себе место для инвестиций. И тогда вы попадаете не в конце очереди, а в начале. Это, естественно, выгодно. Это смелость, которая хорошо оплачиваема. Марк, хочу к вам обратиться с вопросом. Мы видим, что компания «Макдональдс» меняет стратегию поведения на российском рынке. Я знаю, что у вас есть интересы и в Республике Башкортостан. И то, что вы в рамках своей стратегии сегодня рассматриваете для присутствия не только города-миллионники, но и небольшие территории, говорит нам о том, что часть ваших задач совпадает с ключевыми целями стратегии устойчивого развития. Так ли это? Я бы хотел просто вам рассказать о масштабах Макдональдс. Это очень крупная компания. У нас порядка 3000 сотрудников, у нас 800 предприятий, 6000 новых рабочих мест, 600 миллионов посетителей в год. И все, что мы продаем в Макдональдс Россия, производится на территории Российской Федерации. Все сырье идет из России. Я пошутить вновь хотел. Значит, мне в Инстаграм сейчас пришло сообщение, некий Рустам пишет. Спросите, пожалуйста, у Марка, будет Макдональдс в Сибае или нет? Ради, I'm not sure it's Рустам or if it's Андрей. Рустам или Андрей спрашивал? Потому что я сегодня не просто спрашивал, я сказал, что сначала Марк сказал, что за следующие 5 лет будет 7 Макдональдсов в Башкортостане, плюсом к тем 12. Потом договорились, что будет в итоге 12, 12 плюс 12. Ну и еще, что вот эти вторые 12, один из них будет в Сибае, правильно? Вот. Мы даже ему 3 места предложили, он сейчас должен был выбрать уже одно из мест. Поэтому не обязательно, Марк, чтобы эти 12, которые будут в следующие 5 лет, не обязательно, чтобы 12-й был в Сибае. Он может быть первым из 12. Ради Фаритович, к вам вопрос. 3-й Всероссийский инвестиционный Сабантуй практически подходит к концу. 1-й, 4-й будет? Разумеется, будет и 4-й, и 5-й. То есть мы не можем там считать горизонтами на 150 лет, но в ближайшие годы, по крайней мере, мы будем проводить. А дальше, возможно, мы должны быть очень пластичными и реагировать на любые изменения. Мы в начале пути. У нас еще столько хронических болячек, столько проблем, столько застарелых историй, которые еще лечить, ковырять, восстанавливать, запускать и так далее. Поэтому мы вот, как говорится, одной рукой и ногой мы там горизонты вдаль смотрим, а другая нога увязает в решение текущих проблем, которых очень-очень много. Поэтому я надеюсь, вот этот баланс мы выровняем, и все, как я всегда говорю, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, Ради Фаритович. 435 километров Сибая от Уфы находится, и такое внимание мы этому зауральскому городу уделяем. Чем оправдано?
Я бы сказал, что мы, в принципе, стараемся равномерно уделять внимание всем нашим городам, не в обиду им будет сказано. Просто был определенный момент в моей работе с Сибаем, тут была драматическая история экологическая, поэтому я тут уже приезжал за, по-моему, 5 или 6 раз в течение месяца, полутора месяцев. Поэтому, ну, вот так вот. А так, здесь, мы же здесь не только сибайские мероприятия, мы и зауральские мероприятия проводим для целого ряда муниципалитетов. Поэтому, внимание, ну и хочется подтянуть их немножко, подтянуть. А есть перспектива вообще у этого города, как у центра Зауралья, стать конгрессной столицей? Нет. Не надо становиться конгрессной столицей, не надо такой задачи. Нет, конгрессная столица у нас Уфа, этого достаточно. Спасибо. Вот аллея. То, что не было сделано. Мы в этом году полумарафон, когда пробежали, посадили как раз вот здесь вот у нас... Вот эту аллею посадили. Аллея, ага, полностью еле. Сквер Слава Тюлаева. Вот же мы памятник сделали. Как позолотили кирку, Да, я понял. ну, чтобы как акцент был, и на орден. А я думал, может, для того, чтобы это... Не, это чтобы акцент был, потому что это же не просто, это же символы. Андреевич, мы здесь заложили нулевой километр. Сегодня нулевой километр. Вот нулевые, да? Все, я стою на нулевом. Да. Все, спасибо. Давай, быстро. Райфрич, а вот смотрите, памятник открыли в Сибае, да, не так давно, а уже он стал частью жизни города. Город очень, на мой взгляд, очень неплохо развивается в плане его благоустройства. Вот, мы видим... Прям шаманы. Добро пожаловать, дорогие гости! Ребят, не хотите попробовать такую вещь? По нашим обычаям самых высоких гостей угощали деликатесом бараньей головой. Обычно глаз вынимали и ели. Рахим и Тигель, хурматли кунактар, добро пожаловать! Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые гости, участники церемонии, наступает самый торжественный момент. Прямо сейчас, в эти минуты, символическая закладка камня Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье 2021». Право закладки камня предоставляется Ранию Фаридовичу Хамирову. Андрею Геннадьевичу Назарову и Рустему Ахмедкаримовичу Афзалову. под оглушительные, несмолкающие аплодисменты. Посмотрите, как мастерски это получается. Под аплодисменты присутствующие. Исторический момент, историческое событие, и мы тому свидетели. Мы сделали это, друзья! Ура!
Для приветствия участников и гостей Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье 2021» мы приглашаем на сцену главу Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова. Кадерле достар, Сибай Калаханың күні менен кайнар котлаем. Дорогие друзья, от души поздравляю с вашим праздником, Днем города Сибая. Я честно хочу сказать, всегда приезжаю к вам с удовольствием, потому что мы с вами вместе прошли непростое время. Мы прошли тяжелую экологическую ситуацию, мы живем с вами вместе и работаем пандемию, мы решаем сложные социально-экономические проблемы Сибая. И я хочу сказать, что Сибай развивается. И мы с радостью наблюдаем за тем, что появляются новые дороги, появляются скверы, парки, что подтягивается экономика, что растет у людей зарплата. И я сегодня просто хотел сказать, что республика, правительство республики всегда будет вам оказывать помощь. Потому что в Сибае и в целом Зауралье живут очень трудолюбивые, очень надежные и очень достойные люди. С праздником! Зор Ахмед! Спасибо, Ради Фаридович. Позвольте перейти к церемонии награждения. Итак, дамы и господа, государственной наградой, медалью за трудовую доблесть награждается Зеркина Тамара Васильевна. Тамара Васильевна, мы ждем вас на сцене для получения награды. Мы, конечно же, сопровождаем это самыми громкими аплодисментами. Почетной грамотой Республики Башкортостан награждается Хасанов Раис Софиулович. Давайте приветствовать всех награждаемых бурными несмолкающими. Почетной грамотой Республики Башкортостан награждается Шафиков Халиль Миннулович. Почетное звание, звание заслуженный работник образования Республики Башкортостан присваивается Бекмурзиной Алсу Равиловне. Почетное звание заслуженный работник образования Республики Башкортостан присваивается Войцековской Альфие Хуснутдиновне. Также почетное звание заслуженный работник образования Республики Башкортостан присваивается Сидоренковой Ирине Михайловне. Ирина Михайловна, мы ждем вас на сцене, друзья. Мы продолжаем аплодировать и радоваться за земляков. Почетное звание заслуженный предприниматель Республики Башкортостан присваивается Асылбаеву Ахату Ахметовичу. Почетное звание, звание заслуженный шахтер Республики Башкортостан присваивается Абдуллину Рустаму Рифовичу. Почетное звание заслуженный шахтер Республики Башкортостан присваивается Сербаеву Рауилю Расулевичу. Почетное звание, звание заслуженный артист Республики Башкортостан присваивается Гаитбаеву Гаязу Гениятовичу. Как приятно слышать аплодисменты земляков, которые радуются вместе. Почетное звание заслуженный артист Республики Башкортостан присваивается Набиулиной Разиле Анваровне. Благодарностью главы Республики Башкортостан поощряется Айткулова Инга Романовна. Благодарностью главы Республики Башкортостан поощряется Бикчурин Зуфар Каримович.
благодарностью главы Республики Башкортостан поощряется Ибрагимов Рим Рамазанович. Благодарностью главы Республики Башкортостан поощряется Портнов Андрей Владимирович. Также благодарностью поощряется Рахимбулова Заря Рафиковна. Благодарностью главы Республики Башкортостан поощряется Юлкутлин Назир Наилевич. Еще один очень приятный момент нас ожидает. На протяжении 3 лет в городе Сибай проходит шоу «Голос Зауралья». Конечно же, вы все об этом знаете. За это время громадное количество артистов побывало в креслах наставников. Сотни молодых исполнителей пробовали свои силы, исполняя любимые произведения. И вот сейчас мы готовы объявить имя победителя конкурса «Голос Зауралья-2021». Им становится Карина Таджидинова! Вот она! Победитель «Голос Зауралья 2021». Маленькая, смелая, классная Карина. Настоящая молодая артистка, восходящая звезда Сибай. «Голос Зауралья 2021». Конечно же, не можем опустить Карину просто так. Давай. Давай. Я подожду. Есть? Да. Давайте. Радфрич, а Зауралье в следующем году будет? Конечно, но это же ежегодный форум. Все традиционный. Конечно, будет, да. Мы, видите, даже в этом году мы его в условиях пандемии проводим. Потому что, знаете, вот я как-то говорил, когда особенно мы принимали тяжелые решения там по ограничению какой-то деятельности, мы шутили между собой, что, ну, наверное, если мы всю экономику остановим, может быть, какой-то плюс для этого будет для лечения коронавируса. Но потом мы людей будем лечить от голода, что ли, и пойдут другие проблемы. Поэтому экономику нельзя останавливать, а это как раз тесно связано с развитием экономики. Поэтому где-то меня критикуют, где-то поругивают, но подчеркиваю, что мы все-таки стараемся все, что связано и работает на пользу привлечения инвестиций, развития экономики, мы стараемся проводить. А вот результат вот этого инвестсабантуя, он... А вы знаете, это накопительный. Вот очень неправильно, есть такая какая-то шаблон, что вот форум прошел, и вот... Сразу считаем суммы, да? Да, считаем. Не в этом дело. Это тоже важно. Но это такой большой накопительный эффект. Понимаете, из года в год мы бьем в одну точку и говорим: Зауралье инвестиционно привлекательно. В Зауралье есть то-то, 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 мы можем поддержать тем-то, тем-то. Вот, собственно, работает. Спасибо.